ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Воскресенье, 14:00. В Доме молодежи проходит 4-й аниме-фестиваль. Бытует мнение, что увлечение аниме исключительно для подростков. Но придя на фестиваль, понимаешь, что это совсем не так. Участники – это юные школьники, но вместе с тем студенты и уже взрослые состоявшиеся люди. Например, в обычной жизни Риана Семеновых – это любящая мать и жена, но сегодня она одна из организаторов и по совместительству волшебница дождя из сериала Fairy Tail. Мне кажется, у аниме, любителей аниме, нету вообще разграничений возрастных, потому что это культура, японские, не знаю, мультипликации, они есть как и для детей, так и для очень взрослых людей. Некоторые аниме очень даже духовные, очень эмоциональные и много поучающиеся, поэтому я смотрю, придерживаюсь, и мне нравится. В зале около 100 человек, многие из них сегодня косплеят или изображают любимых персонажей. Косплей – это целое искусство. На первом месте, конечно же, костюм. Также нужно правильно подобрать аксессуары, украшения, оружие и прочее. Не менее важно вжиться в образ героя, передать его характер при помощи походки, интонации, жестов. Одна из участниц, Диана Якупова, двойник еще одного из персонажей Fairy Tail – яркой алой Эльзы. Мне это аниме очень понравилось, особенно этот персонаж, его стойкость и его силы. Это, конечно, надо посмотреть и вдохновиться, но мне эта девушка очень понравилась, я просто не могла не сделать косплей. Похвастать своим образом можно на дефиле. Помимо этого, любители мульткультуры дружно отгадывают названия аниме, сочиняют хоку, японское трехстишие, на скорости едят китайскими палочками и многое другое. Увлечение иностранным творчеством не только расширяет кругозор, но и помогает открывать новые таланты. Кто-то берется за нитки с иголками, а кто-то начинает петь. Одна из участниц, Екатерина Коллегова, исполнила любимую песню на японском языке из сериала «Блич». Я сейчас косплею мужского персонажа, но поет на самом деле женский персонаж эту песню. Женщина просит, точнее она сначала спрашивает своего любимого, почему он постоянно уходит и оставляет ее одну, а в следующем абзаце она спрашивает, возьми меня с собой. Он говорит, в следующий раз. Она такая, я тебе не доверяю. Основной мотив сегодняшнего фестиваля – это борьба героев Диснея и аниме. Русалочка, Микки Маус и Белоснежка соревнуются с персонажами страны восходящего солнца. Однако в конце побеждает дружба. Ведь какая разница, каких героев мы себе выбираем, если они делают нас чуточку добрее.